Мархаматуллах. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы к нам приехали? Адил Ибрагимов с Махачкалы приехал. Ибрагим, да? Адил Ибрагимов. Машаллах. Ибрагим, скажите, пожалуйста, когда вы выезжали из дома на зиярат, что вы чувствовали? Расскажите нам, пожалуйста. Это чувство очень трудно передать. Единственное, вот эта тоска о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, о его сподвижниках, просто не могу словами выразить. Аллах доволен будет всеми, кто содействовал этому зиярату. И дай Аллах долгих лет нашим устарам, Ахмад Афанди Кудусуруху, хранителю этих реликвий. И пусть Аллах не лишит нас их бараката и шафата пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аминь, я Аллах. Скажите, пожалуйста, Ибрагим, когда вы въезжали, у вас проблем не было? Вас как встретили вас в Ногайском районе? Честно говоря, я первый раз здесь, в Ногайском районе, Треклем. Ну, вообще, вот эти слезы от радости, просто когда я видел, как вот дети, как взрослые женщины, как они радуются, ну, чувствуется, что на самом деле здесь любят пророка. Дай Аллах, чтобы в дальнейшем тоже еще больше Аллах укрепил их иман и любовь к пророку. Аминь, я Аллах. Ибрагим, какую дуа вы делали и что вы просили у Всевышнего Аллаха, когда совершали зиярат? Шафаат пророка просил, чтобы Аллах переполнил сердца любовью к пророку. Другого в голову ничего не приходило. Ибрагим, какие у вас будут пожелания для ногайского народа, для всех, кто совершил уже зиярат и будет совершать, и для всего уммата пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям? Самое наилучшее пожелание. Пусть Всевышний Аллах сохранит жителей этого района, весь Дагестан, всю исламскую умму от бед, несчастья, чтобы вот таких радостных дней, чтобы у нас было побольше, чтобы вот эта любовь к пророку, которую мы испытываем в эти минуты, в эти дни, чтобы вот этот баракат, эта любовь у нас сохранилась в течение всего года. Аминь, Аллах. Ибрагим, пусть Аллах примет ваш зиярат, укрепит ваш иман. Вам всех благ, вам большое спасибо.